Сегодняшняя информация, брифинг мы решили посвятить питанию детей в детских садах и в школьных учебных заведениях Гагаузии. В последнее время участились заявления в адрес исполнительного комитета Гагаузии, в адрес управления образования Гагаузии, заявления устные и письменные, подаваемые родителями относительно норм питания в детских садах. В связи с чем Главное управление образования Гагаузии совместно с исполнительным комитетом был проведен анализ питания в детских, дошкольных и школьных учебных заведениях Гагаузии за 9 месяцев 2016 года. Сразу хочу пояснить, что питание в детских садах регламентируется законодательством. Существует около 5 постановлений правительства и приказов Министерства просвещения, в том числе и постановлений исполнительного комитета Гагаузии, которые регламентируют порядок питания детей в дошкольных и школьных учебных заведениях. Сегодняшняя норма питания, которая присутствует в детских садах, вначале остановлюсь на них, составляет 16 леев 5 бань на одного ребенка. Это при работе дошкольного учреждения, то есть детского сада, с режимом от 9 до 10,5 часов. Если детский сад работает до 12 часов в день, то норма питания составляет 17,5 леев. 17 лей, точнее 55 копеек. В Гагаузии функционирует 59 детских садов, дошкольных учебных заведений и два учебных заведения в виде гимназии и групп дошкольников. Это как гимназия Сыртмача в Чедерлунге, гимназия детсад Сыртмача в Чедерлунге и гимназия детсад имени Вовчика в Ферапонтьевке. Это совмещенные два учебных заведения, где осуществляется питание как дошкольников, так и школьников. Всего в детские сады Гагаузии дошкольное учреждение посещает 8153 ребенка. И на сегодняшний день хочу констатировать, что все 8153 ребенка охвачены питанием 100%. То есть ни один ребенок не остается в стороне, и охват питанием по Гагаузии составляет 100%. Согласно постановлению правительства о финансировании норм питания детей, финансирование питания в дошкольных учебных заведениях распределено на две составные части, из которых 66,67 приходится на бюджет, то есть это бюджетная составляющая, которая должна обеспечивать питание детей. И 33,33% приходится на родительские взносы в соответствующие оплаты со стороны родителей, которые вносятся на счета примарий, соответственно, для питания в детских садах. При анализе распределения финансовой нагрузки на питание в детских садах выяснилась следующая ситуация. Анализ показал, что не всеми примариями соблюдается данная норма питания, и в некоторых населенных пунктах нагрузка питания, оплата питания на родителей увеличена в нарушение законодательства. То есть на сегодня законодательство позволяет увеличивать нормы питания на детей в детских садах, но не уменьшать их, в том числе не уменьшать финансовые нагрузки. При анализе, к примеру, по Камрадскому району, нагрузка на питание в пределах нормы и в пределах законодательства, то есть с распределением 66% и 33% на родителей, соблюдается в Буджаке, Бешаламе, в Ферапонтьевке, в Котовском, в Русско-Киселе, в Кангащике, в Кангазе, в Светлом, в Авдарме, Чокмайдане и Дизгинже. В то же время не соблюдается и процент доли родителей, которые оплачивают питание детей, увеличена в муниципе Камрад, где на долю бюджета приходится 50% оплаты питания и 50% оплаты идет за счет родителей. И аналогичная ситуация в селе Кирсово, то есть в детских садах Кирсово. Это Камрадский район. Анализ распределения финансовой нагрузки при питании детских садов в Чедерлунском районе распределился следующим образом. То есть соблюдение норм констатируется в Киритлунге, в Баурчах, Казаклее, Копчаке. В то же время нагрузка на родителей увеличена и уменьшена нагрузка на бюджет в Чедерлунге, в Бишгёзе, в Джалтае, в Тамае и Гайдарах. При анализе питания, финансовой нагрузки на питание в Вулканежском районе из 13 детских садов, следующая картина, нормы питания соблюдается в Карбали и Итулии. Здесь нагрузка на бюджеты примарий составляет 70%, и в Карбали и Витулии, соответственно, родителей 30%, и в Карбали и Витулии. И опять же,
доля бюджета уменьшена и увеличена доля родителей за оплату питания детей в Вулканежских детских садах и в Чешмекёйских детских садах. Кроме того, при аналитике у нас была выявлена другая ситуация по питанию детей. Кроме финансовой нагрузки и норм по финансированию питания, есть определенная калорийность продукции и определенные доли продуктов, которые должны быть в питании детей. Это есть норматив по использованию в питании детей мяса, молока, круп, макаронных изделий. При анализе данного норматива у нас тоже выявилась ситуация, когда некоторые нормы занижены значительно на уровне нуля, а некоторые нормы выше в несколько раз. К примеру, сметана в Ферапонтьевском детском саду поставляется на 271%. При этом наименьший показатель по потреблению сметаны у нас наблюдается в детском саду в Авдарме, то есть 37% от нормы. Показатель по мясу, наивысший показатель потребления мяса, это в Русской Кисели 103% от предусмотренной нормы, и наименьший показатель это Чешмекёй, 33% от необходимого потребления мяса. Хлеб, наивысший показатель потребления хлеба в Чедрлунском детском садике номер 6, это 253% от допустимой нормы, то есть от 100%. Видим, что норма по хлебу увеличена в 2 раза. Наименьший показатель потребления хлеба 71%, это в детском садике номер 6 Камрад. По творогу, наивысшая норма потребления творога в детском саду в Бешаломе, то есть на уровне 100%, наименьшая в Чешмекёе 7%. К сожалению, это недостаточные, более чем недостаточный показатель потребления творога в детских садах. По фруктам, хороший показатель потребления фруктов, свежих витаминов в рационе, это в русско-киселийском детском саду. И совсем недопустимая норма, это на уровне нуля потребление фруктов в Чокмайданском детском саду и Витулийском детском саду. По показателю потребления рыбы наивысший показатель 100% в Бешалме и наименьший показатель потребления рыбы даже не потребления рыбы на уровне 0%, это в Чедрлунке детский сад Циртмача и Витулии тоже на уровне 0% потребления рыбы. По сухофруктам мы констатировали, что некоторые детские сады вообще в данном случае не детские сады, а примарии, которые осуществляют тендеры и госзакупки для осуществления питания в детских садах. Но вот некоторые примарии абсолютно не соблюдают нормы по потреблению сухофруктов. В некоторых детских садах констатируется потребление на уровне нуля. Это в Чешмекёе, в Русской Киселии, в Казаклии, в Ферапонтьевке. То есть над этой нормой после анализа соответствующего проведенного управлением образования всем примариям будут разосланы соответствующие рекомендации по увеличению норм, по уменьшению норм и по приведению в соответствие норм питания в детских садах. Если анализировать финансовые показатели нагрузки по питанию, также проведен анализ по лучшему питанию, по лучшей финансовой нагрузке на одного ребенка и наихудшей в разрезе районов. Так, например, в Камрадском районе наивысший фактически норматив на питание на одного ребенка составил 19 леев 92 бани, это по примарии Абдарма и по детскому саду номер 6 в городе Камрад. То есть норматив составляет 16,05, но питание детей в этих детских садах осуществляется в размере 19 леев 92 копейки, то есть это самый высокий показатель. Наименьший фактический норматив на питание ребенка составил по Камрадскому району в Бешалме, это 13 леев 13 копеек, это наименьший. По Чедрлунскому району наивысший показатель фактически финансовый на питание одного ребенка составляет 8 леев 43 копейки, это в детском саде номер 3 села Баурчи. Наименьший фактический норматив на питание на ребенка по Чедрлунскому району 14 леев 71 копейка, что меньше на 1,5 лея, чем допустимый норматив. Это по примарии Копчак в детском саде номер 2. И по Вулканежскому району, соответственно, наивысший показатель питания, финансовой нагрузки на питание одного ребенка в день 17 леев 93 копейки, это в детском саду Карбале. И наименьший показатель не только по Вулканежскому району, но и по всей Гагаузии. Это в Чешмекёе, где питание на одного ребенка составило 10 леев 24 копейки.
То есть самый низкий показатель питания в детских садах в селе Чешмекёй. Это не радостные цифры, но думаем, что после соответствующих рекомендаций и нормативных актов, которые приняло управление образования, данные нормативы изменятся и питание в этих детских садах улучшится. Мы за этим процессом будем наблюдать, будем его постоянно мониторизировать и, соответственно, сообщать и родителям в том числе о улучшении или ухудшении этой ситуации. Также хотим обратить внимание, что родители имеют право и обязаны в какой-то мере каждое утро ознакомливаться с тем питанием, которое будет предлагаться их ребенку в соответствующих детских садах. Каждое утро в детских садах вывешивается режим дня, в котором указано, какие продукты будут в рационе и из чего они сделаны соответственно. А в некоторых детских садах возникает проблема с аллергические реакции у детей. В этом случае повара, медсестры, которые присутствуют в дошкольных учебных заведениях, они реагируют и под данных детей составляют отдельное меню, которое позволяет тоже употреблять в рационе полноценную калорийность и соблюдать ее в течение дня. Кроме того, также было проанализировано питание по школьным учебным заведениям. И нужно сказать, что в школах обстановка с питанием значительно отличается, фактически ниже норматива предусмотрено для питания в детских садах. Ни одна школа не осуществляет кормление, все в пределах норматива и с наивысшими показателями. Средний норматив по району, среднее фактическое исполнение норматива на питание на одного учащегося в школах в разрезе районов при нормативе 7 леев составил следующее. По Камрадскому району средний норматив по району 7 леев 30 копеек, по Чедрлунскому району 7 леев 60 копеек и по Вулканическому району 7 леев 40 копеек. То есть видим, что в школах обстановка с питанием на порядок лучше. Тем не менее мы ее мониторизируем. Хотим обратить внимание как и родителей, так и всех, кого данная тема привлекает, что контроль за питанием в школах осуществляется несколькими государственными органами, в том числе и главными санитарными врачами, которые мониторизируют продукты питания. Также мониторинг осуществляется агентством по безопасности пищевых продуктов. Также осуществляется непосредственно самими примариями и Главным управлением образования и исполнительным комитетом в том числе. Это фактически все органы, которые обладают полномочиями по проверке данного питания. В школах тендеры по закупкам продуктов питания проводятся непосредственно администрацией школы. В детских садах соответствующие тендеры на закупку питания и на определение рациона питания определяются примариями. Примарии с периодичностью один раз в полгода, один раз в год, в зависимости на свое усмотрение принимает решение каждая примария, проводит тендер на закупку соответствующих продуктов и соответствующего питания для детей. Хочу отметить, что за последние 2 года ни в одном детском учреждении, ни в одном учебном заведении Гагаузии, будь то дошкольное, будь то школьное, не было выявлено фактов отравления. Все детские сады и школы работали в обычном режиме. Санэпидемстанции проверяет готовность, перед каждым учебным годом проверяет готовность столовых к принятию детей, тестирует на наличие бактерий и других каких-либо бактерий или вирусов, которые могли бы заразить. Ни одна столовая не запускается в эксплуатацию без соответствующих проверок, поэтому в том числе и по этой причине питание у нас здоровое и отравлений не было. В учебных заведениях Гагаузии работает порядка 96 медсестер. И в обязанности каждой медсестры в учебном заведении входит проверка меню, которая составляется на каждый день. Поэтому питание мониторизируется, но предлагаем родителям быть более активным, запрашивать каждый день, особенно в детских садах, меню, которое предоставляется их ребенку, и, соответственно, уже корректировать в том числе. В питании детей могут принимать участие и родительские ассоциации. Сегодня их около 4, которые активно работают по школам, в основном по школьным учреждениям.
они собирают отдельную родительскую плату для улучшения питания собственных детей в школах. Это такой способ улучшения питания предусмотрен законодательством, и некоторые школы его уже используют, причем очень эффективно. Надеемся, что эта мера станет популярной, и другие учебные заведения также перенимут эту практику.